Кто ты? Чем ты занимаешься? Да, вот вы видите работу, да? Сами за себя говорят. Ну и вот эта картина, на мой взгляд, работа очень хорошая, да, вот о том, какая перспектива будущего определена. Быть таксистом и швеей. Когда инсульт, надо в первые 3 часа времени, если это ишемический инсульт, лизировать тромб. И есть специальное вещество, которое можно ввести, и тромб рассосется, и кровоток начнет заново поступать к мозгу. Но на Фучика не бывает этого лекарства. У меня там, скажем, к докторам нет каких-то, это скорее к организации здравоохранения есть вопросы, потому что я вижу, что доктора все, что могли, делали, они там завалены работой, и у них там даже лекарств нет, они там просят, сходи купи. Поэтому мы были вынуждены думать о том, чтобы Чингиза переводить в частную клинику. Хотя бы что-то там, какие-то возможности есть у частных клиник куда больше. Но частные клиники это очень дорого. И с этого момента мы предложили семье Чингиза, давайте мы начнем сбор помощи. Да, понятно, там деньги колоссальные потребуются. В частной клинике чуть-чуть больше был диапазон возможностей, что она могла предложить, просто чтобы сохранить жизнь его. Сегодня это несчастье коснулось Чингиза, завтра оно может коснуться любого из нас. И помогая Чингизу, мы помогаем не только одному конкретному живому человеку, мы помогаем городу, в котором мы живем. Потому что таких людей, художников уровня Чингиза, и в городе, ну, их нет. Появились произносительные возможности, скажем так. Он стал произносить слова, причем многие слова он стал произносить самостоятельно. И прогноз на бытовую простую речь положительный. Увы, инсульт помолодел, Чингизу на данный момент 39. То есть инсульт у него случился, когда ему было 38. Хотелось бы ему помочь в том плане, что он еще слишком молодой, чтобы так жить. Ему еще предстоит долгая жизнь, я надеюсь, и хотелось бы, чтобы она была полноценной. Есть ли у вас какая-нибудь мечта сейчас? Восстановиться, да.